Лучшие старшеклассники не только учатся на пятерке, но и ведут активную общественную деятельность. Сегодня мы будем брать интервью у небезызвестного Руслана Николаева. Этого парня вы знаете как ведущего детской информационной службы «Гора новостей». Если родители не отправили вас в Африку на сафари, не надо печалиться. Вот и мне в этом году улыбнулась удача. Ведь я вместе со съемочной группой «Горы новостей» здесь. Сейчас будет очень интересный вопрос и неловкий для тебя. Сколько ты зарабатываешь? Это конфиденциальная информация, которой нельзя делиться, иначе меня могут уволить. Самое главное, это, конечно же, голова, поэтому первым делом надевайте маску. Совсем недавно он стал обладателем 3-го места в районном конкурсе «Старшеклассник года 2021». Кстати, победитель вам тоже знаком. Миляуша Мулагулова, она тоже работает в нашей передаче, в башкирской редакции. С ней тоже будет интервью. Следите за эфиром. Ну а сейчас Руслан поведает зрителям, почему Миляуша обошла его в финале. Как принять участие в конкурсе «Старшеклассник года»? Ну, вообще, все довольно просто. Надо просто мониторить именно вот этот конкурс сам, и он объявляется, если я не ошибаюсь, каждый год. И вот в эту дату, в середине февраля, просто подать свою заявку от школы и все, и ждать результатов, примут ли твою заявку. И потом уже выходить на второй этап, где будет просмотр и защита как своего проекта. Расскажи про испытания и про задания в конкурсе. Получается, было 3 задания. Первое – защита проекта, то есть вот то, что мы ходили к ветерану Милюша, если я не ошибаюсь, у нее была макулатура, кто-то еще там просто помогали. Вот. Второе – это надо было рассказать про себя, то есть чем ты занимаешься, чем ты увлекаешься, всякие свои хобби. И третье – надо было выйти и презентовать свои таланты, то есть кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то рассказывал анекдоты, да. А чем ты занимаешься вообще? Как ты видишь сейчас, я снимаюсь на телевидении. У меня, кстати, между прочим, в художественной школе уже заключительный год, 5-й. И я также хожу на фитнес, занимаюсь сноубордом и, в общем, всякими спортивными хорошими штуками, вот. А тяжелая была конкуренция на конкурсе? Вообще, да, я даже не ожидал, что там будут довольно такие хорошие проекты. Идея, насчет ветерана, она у меня была еще давно. Я предложил, получается, вожатому главному по нашей школе предложил, если какие-то ветераны, то есть, по сути, школам прикрепляют ветеранов, там к 9 мая учителя ходят, поздравляют. Вот спросил, есть ли такой? Сказали, да, есть, вот адрес дали, и в итоге мы отпросились с уроков, пошли и помогли, и все отсняли заодно, и даже очень хорошо пообщались. То есть проект заключался в том, что вы пошли к ветерану, помогли ему, поговорили с ним и сняли все это? Да, еще попили чай, очень важно. Ты делал целый документальный фильм, который назывался «История Победы». Почему тебе близка так тема Великой Отечественной войны? Вообще, я считаю, что Великая Отечественная война – это тот, не знаю, пласт истории, который в данный момент очень важен, потому что сейчас многие, вот я смотрю просто своих сверстников, очень много забывают об этом, не придают должного значения, потому что тогда там люди по 17 лет, по 10 лет, они или в тылу, или на фронту очень сильно отдавали всего себя ради победы. Некоторые даже умирали, что не скрывается. И это очень безумно важно, особенно потому, что сейчас ветеранов очень многих уже нету. И всегда это будут, допустим, забывать. Следующее поколение, может быть, вообще не будут к этому так относиться. Надо всегда напоминать об этом, как о том, о чем действительно надо всегда гордиться и говорить с честью. Какие ты можешь дать советы мне, например, или ребятам, которые тоже хотят участвовать в конкурсе «Старшеклассник года» на будущее? Вообще, у меня есть пара советов. Первый, он такой более обобщенный, то есть просто беритесь за все, что есть, активничайте прям вообще везде. То есть я до того, как начал участвовать в этом конкурсе, я до этого еще вел мероприятия в школе, то есть в плане ведущего. Вот, опыт на телевидении, да. И, в принципе, надо браться за все, что есть, даже если ты не уверен, что сможешь ты или нет. Не сможешь, так сказать, запрос, денег не берут. Вот, это поговорка всей моей жизни, так сказать. И, более конкретный совет, это надо вот именно в феврале или даже в начале, или даже в конце января прийти к своему старшему вожатому или человеку, который отвечает вот за эти вот движухи школьные, подойти к нему и сказать, я хочу участвовать в конкурсе, вот, что надо для заявки, все сделаю, все напишу, все сниму, все будет, вот, напишите меня и все. НЖ Снегирева и Руслан Николаев, специально для Горы новостей.